Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Записать данное видео меня натолкнуло видео, где некий Рамзан Халитов, брат Хасана Халитова, чеченского блогера, который звонит кадыровцам и с ними ругается. Вот этот Рамзан Халитов идет предположительно в Украине, по крайней мере, демонстрируется проезжающий танк с символикой фашистской, русской символикой. И этот Рамзан обращается на чеченском языке к своему брату Хасану. Ну вот, давайте посмотрим это видео, я его прокомментирую. Он тут говорит, у родственников жены Хасана мы забираем вот такое вот оружие. Такого калибра. Приезжай, защищай родственников своей жены, шнырь, обращается брат к брату. Все бы ничего, да, ну, уехал человек и призывает вести войну против него, а он вот на другой стороне. Не свойственно для чеченцев, и почему именно к чеченцу он обращается, именно к своему брату обращается. Если бы он хотел бы, он мог бы обратиться в целом всем врагам Кадырова, которым он себя, как бы, к врагам врага Кадырова, которых он себя причисляет. Есть другое видео, его я вам тоже покажу. Это видео 9 апреля, показано на пропагандистском канале Грозный Информ, где вот он же рассказывает, что его отправляют. Рамзан Халитов, видео называется, возглавил группу добровольцев для выполнения задач спецоперации на Украине. Он тут передает привет всем. Боевой задач выполнить РВЛУ. У меня в подчинении 100 человек, 100 мужчин. Вышел выполнить любую боевую задачу. Я возглавляю эти 100 человек. Меня вот на эту важную должность назначили. И вот есть там одно не мужчина, не женщина, там какое-то существо, которое проживает в Турции. Ну, приезжайте, мы типа сразимся и посмотрим, кто есть кто. Приезжайте, мы покажем, что вы и кто мы. Ну и так далее, выполним задачу, которую на нас возложат, и так далее, и так далее. Дело в том, что на территории Украины тысячи молодых чеченцев со всей Европы собралось и находится сейчас в Украине, готовые сражаться против русских фашистов. И большой вероятностью, исходя из того, что вот происходит в чеченском обществе, можно предположить, что тот самый телефонный звонарь Хасан Халитов, скорее всего, направляется, скоро появится в Украине, который будет возглавлять или же там информационно возглавлять тех чеченцев, которые
сейчас там находятся. Там молодые чеченцы, очень много молодых чеченцев. Чеченцы очень набожные, религиозные люди. Мы по себе очень набожный народ сам по себе. И по всей видимости это делается для того, чтобы сейчас Хасан Халитов должен объявиться в Украине, и он будет контролировать вот этих молодых чеченцев. Далее. Вполне возможно, что этот Халитов, Хасан, который так достал кадыровцев и его брата, там, и они решили там как-то поквитаться с ним и вызывают его. Это вполне можно допустить. Но есть другое такое очень странное сообщение, которое поступило в информационное пространство. Оно поступило в январе еще, буквально за месяц до начала русской агрессии против Украины. 24 января на Радио Свобода опубликовано это видео, это сообщение, точнее, где сообщается очень странная информация. Давайте немножко о самом Хасане Халитове я скажу. Хасан Халитов является таким ярым сторонником, другом двух братьев Абдурахмановых, которые работают на российскую разведку, которые засланы сюда для того, чтобы чеченцев представлять миру какими-то радикальными. Сами эти товарищи не являются никакими радикалами, они только изображают из себя радикалов, и тем самым пытаются отдалить чеченцев от своей конституции, от демократического правового пути, который был выбран нами в момент становления нашего чеченского государства. И вот они, и Хасан Халитов, и братья Абдурахмановы, они постоянно нам рассказывают, что нам не нужно никакое демократическое правовое государство, а нужен шариат. Тем самым занимаются практически подменой понятия. Шариат в исламе – это следование пути Господа. И наше государство, Чеченская Республика Ичкерия, и Конституция Чеченской Республики Ичкерия ни в коем случае не противоречила ни шариату, ни следованию Слову Божьему. Нам противопоставляет: либо вы убираете Конституцию, за которую проголосовали, чеченский народ проголосовал, либо же вы являетесь там, или вы должны выбрать шариат. Братья Абдурахмановы, один из братьев Абдурахмановых, старший, который не спешит ехать в Талибан, в Афганистан, где установлен шариат, как они бы хотели, как они его представляют людям, о чем они рассказывают, тем самым отпугивая от Чеченской Республики Ичкерия мировое сообщество. Раньше работал в ГУП «Электросвязь», занимался переводами прослушек чеченских партизан. Очень много людей по его вине было сдано, много людей погибло, наших партизан. Здесь, когда уже сюда приехал, он начал заниматься вот этой деятельностью своей. И главная цель, на которую они совершают нападки, это Рамзан Кадыров. Так же, как и Хасан Халитов. И весь сыр-бор и конфликт, который у нас возникал с этими людьми, когда мы еще не установили, кем они являются, это было о том, что почему же вы говорите только лишь об кадыровцах, а не говорите о русских, которые убили 300 тысяч наших граждан и оккупировали нашу страну. То же самое можно сказать про этого Хасана Халитова, который нам рассказывает, который вот недавно предлагает $5 миллионов за голову Рамзана Кадырова. При всем при этом он не предлагает, он говорит, что этих 5 миллионов у него нет, мусульманину нельзя предлагать или врать, но эти мелочи, когда это нужно, на такие вещи они внимания не обращают, потому что все это большой фейк, который эти люди вытворяют.
И почему же ты эти 5 миллионов, которых у тебя нет, не платишь за голову Путина? Но речь, видимо, хозяева разрешают наезжать только на собачку, на жучку Владимира Путина, Рамзана Кадырова, ну не на как самого Путина. И вот мы разоблачали Тумсу Абдурахману и его брата в определенной степени. Нам это удалось сделать. Все думающие, понимающие в чеченском обществе люди прекрасно поняли, кто они такие. Также они пользуются разными российскими социальными сетями, такими как Telegram или Donuts Alerts. Тот, кто проживает в Чечне, чеченцы очень прекрасно знают, как ФСБ отслеживает за нами все. И пользоваться Donut Alerts – это фактически подставлять своих сограждан, чеченцев, банде ФСБ. Этим не брезгует, вот этим пользуется Donut Alerts, не брезгует ни вот этот Хасан Халитов, ни Тумсу Абдурахмана. И как только появился вот этот Хасан Халитов, он начал активно связываться с Тумсу Абдурахманом. Они очень такие закадычные друзья, несмотря на то, что мы всем разъясняем, и все независимые люди, в том числе разные каналы, блогеры, которые есть, они прекрасно понимают, о чем мы говорим, и, по крайней мере, начинают с осторожностью относиться к этим людям. Несмотря на это, вот этот Хасан Халита, как только появился, на такие вещи, то, что мы говорим, не обращает внимания и говорит на эту тему, ну и тесно контактирует с этим. И вот Тумсу Абдурахманов, он не тянет на такого чеченского бойца, да, который там смелый, удалой, там, бесстрашный и так далее. А вот Хасан Халитов именно себя таким позиционирует. Ну, всего лишь позиционирует, надо отметить. Так как вот 24 января был такой вброс информационный, где забрали родственников Хасана Халитова и ему прислали фотографии обнаженной его сестры. Для любого чеченца такая тема – это табу. Мы не будем обсуждать такие темы, что бы ни произошло. Но несмотря на это, Хасан Халитов это обсудил. И все бы ничего, да, ну обсудил. И для любой ФСБшной операции обязательно должна присутствовать клубничка. И вот в данном случае была вот эта клубничка именно в этом. И Хасан Халитов, который позиционирует себя каким-то чеченским мужчиной, обсуждает такую тему. После того, как вот это все происходит с его сестрой, как он говорит, к нему приезжает. Это вполне возможно, что кадыровцы такое совершили. Это не исключено. Опять же, мы не исключаем сам факт обсуждения, речь о чем идет. Что этот человек не тот супер чеченец, супер смелый, мужественный чеченец, которого себя пытается выдать. После того, как у него вот эта ситуация с его сестрой происходит, он встречается спокойно с кадыровцем каким-то в Турции, общается с ним, и ничего не происходит. И также очень важно, что вот брат Хасана Халитова, Рамзан Халитов, который возглавляет 100 человек и едет воевать против украинских нацистов, так называемых, ему она тоже является сестрой. Но несмотря на это, он возглавляет 100 человек и обращается, вот как вы сейчас видели, обращается к своему брату и говорит: давай приезжай и так далее. Поэтому я бы хотел предупредить, в связи с тем, что там очень много чеченцев молодых, как я уже сказал, предупредить своих украинских друзей и коллег, чтобы вы понимали, что, скорее всего, в ближайшее время к вам объявится вот этот человек по имени Хасан Халитов, который должен будет возглавить вот эту чеченскую молодежь, ну, по крайней мере, в информационном плане возглавить. И вы должны понимать, что и на самом верху, то есть на информационном пространстве, будет внедрен человек,
опять же, это мои предположения, предположения, основанные на большом опыте, личном опыте общения, заниманием вот этими всеми делами, проблемами, спецразными активными мероприятиями фашистской России и ее спецслужб. И поэтому оно, конечно же, может быть ошибочно, мое мнение, но при всем при этом есть все основания полагать, что в ближайшее время, которого уже неоднократно зовут, Хасан Халитов должен будет поехать и выступать уже на стороне Украины и тем самым возглавлять чеченцев, которые будут сражаться против фашистской России. Всего самого хорошего. И да сопутствует нам удача. Слава Украине, слава Ичкерии, Господи благослови Америку. Всего самого хорошего, друзья.